Хайрлы кич, бик яхшы без һәр воскресенье монда җыелабыз. Безнең бу, значит, яшьләр якшәмбесе беләсез инде, ул группада барыгыз да бар да. Безнең бүген инде менә бик кунаклар, бу жаңа оешма, без алар белән аралаша башлайбыз. Вы татарский понимаете все? А? Нет, они. Это наши гости, тюркская молодежь это. У них организация, вот в группе 800 человек у них, у нас большие планы с ними, значит, о сотрудничестве. Понимаете, что такое тюркское, да? А? Да, конечно. Вот, нет, многие, это сложный вопрос, тюркский. Вот Якутия, Чувашия, Бурятия, не Бурятия, а кто еще? Алтай, например, тоже ведь тюркские все. Вот, поэтому вот мы каждое воскресенье собираемся, значит, ну, знаете, да, в двух словах, у нас было 15 ифтаров. Большое спасибо, что вы все приняли участие, все приходили. Большое спасибо, что все-таки вы поддержали вчерашний форум. На форуме все были. После форума мы все были здесь, а часть молодежи нашей болела за Акбарс. В понедельник тоже все идем или будем смотреть здесь телевизор или где-то, все болеем за Акбарс, потому что это важно, да, для нас, национальная политика, так сказать, хоккея. Вот. Значит, что я хотел сказать? Вот мы ждем от вас активности. Вот, мы ждем от вас активности. Зачем мы собираемся каждое воскресенье? У нас одна задача, чтобы со всеми вместе с вами сохранять татарский язык. Как сохранить татарскую нацию? Это за счет религии, за счет языка и за счет вот наших обычаев. Одежды, песен, обычаев. Вот так сохраняется нация. Вот татарская нация. Вот взять нас, да? Сколько человек из нас могут читать? Сколько человек из нас могут писать по-татарски? Сколько человек из нас между собой по-татарски разговаривают? Вот даже я сейчас с вами выступаю, чтобы все поняли, вот наша задача с вами – это сохранение татарского языка здесь, чтобы вы себя чувствовали татарином, вот, чтобы у вас ощущение татарства было, вот, чтобы вы между собой это вот обсуждали, чтобы вы вот татары, что вы особая нация. Тюркские тоже, тюркские до революции, все тюркские в Москве, все были татары. Азербайджанский татарин, кумыкский татарин, уйгурский татарин, все были татары. После революции вот начали как-то делить, там азербайджанцы, татары, вот как-то так, башкиры. У нас все группы татаро-башкирские. Вот. Поэтому вот снимайте сторисы, делайте. У нас идет конкурс сториса, вот Гульнара вам еще расскажет потом. Фотографируйтесь, обязательно со всеми с друг другом перезнакомьтесь. Или же, может быть, познакомиться сегодня даже, да? Вот у нас к вам что? Мы ждем от вас активности, чтобы вы активны были. Вот мы вас зовем фотографироваться, да? Вы как на расстрел многие идут фотографироваться, но это же память, это же все вместе. Вот вы идете фотографироваться, вот. Мы сфотографировались. Потом эту фотографию вы посмотрите через 5 лет, через 10 лет, через 50 лет. Но это же история, вы же все ведете соцсети, так ведь? Вот, поэтому непонятно некоторых позиций, которые не хотят фотографироваться. У нас есть несколько молодых людей, которые учатся в специальных закрытых заведениях. Им нельзя фотографироваться. Мы их знаем, это мы понимаем. Но остальные, почему такое отношение к фотографиям, мы не понимаем. Это вроде такой дружеский такой шаг для единения фотографий, да? Вот, поводом сегодняшней встречи это вот знакомство с тюркской молодежью. Вот у нас Россия, да? У нас много татарских организаций. У нас вот главный редактор журнала старейших, мудрейших организаций, которые создали вот Илья в том числе, значит, в Самаре. Кто у нас есть из Самары сегодня? Есть. Кто? Из Самары. Ваш земляк. Вот. Я был у них в прошлом году на мероприятии. Они тоже сохраняют татарский язык. У них есть и мусульманство, и коммерческий клуб, и все направления. Поэтому, наверное, вот как они сохраняют в Самаре татарский язык, наверное, мы послушаем Ильяса. Хайли киш баргызгала. Мен Самар татар бишер болсам да татарча жакшы сүйлөшөм, чүнки біз 36 ел боюнча туплуу мектебинде татар тилин һәм әдәбият укытты. Шуның өчен рус телен татар сочинениялар язып бетерә идем уже дәрес вакытында, татарча сочинениялар яза идем тәне буе. Әният трайды уяна да улым яты классига барып бишелеп куям идем. Поэтому мен трespишларга клиент, то есть старался изо всех сил, чтобы в настоящем получить пятерку по сочинению на татарском языке. Но по поводу такой вопрос очень сложный, как нам активность, сохранять идентичность. Но я думаю, что тут надо исходить из того, все-таки, если
вы, Рустам Федорович, инициатор процесса, надо исходить из того, а что же хотят они, что же нужно им, для чего они собрались. Они здесь собрались для чего? Познакомиться, пообщаться, возможно, жениться, возможно, выйти замуж, потому что их родители пинули, бабушки, дедушки пинули, Основной посыл, я думаю, что вот это. Другой посыл, возможно, они надеются, что перезнакомишься друг с другом именно с татарами татарской национальности, которые каждый учится и работает, и совершенствует, развивается в какой-то своей сфере. Кто-то в силовых структурах, кто-то в науке, кто еще где вместе, они могут быть сильнее, и тот самый синергетический эффект, или кумулятивный эффект, который может позволить им продвинуться в жизни. К сожалению, как я говорил студентам в своих первых лекциях, мы все хотим как-то изменить мир, мы хотим, чтобы мир прогибался под нас, мир прогнется и мир изменится по нашему хотению только в том случае, когда мы сами чего-то достигли, не чего-то много. То есть мы приобрели тот самый пресловутый социальный статус, социальный рейтинг, который позволит нам реализовать татарское право. Что такое авторитет по-татарски? Авторитет по-татарски, когда сюзень узама узменная. Твое слово проходит или не проходит. В любых структурах, в силовых структурах, в общественных структурах, на голосованиях, на обсуждениях, еще где-то. Если ты авторитетный и умеешь излагать свои мысли, то тогда твои мысли, твои предложения будут проходить, значит, это и есть свидетельство того, что ты авторитетный татарин. Социальный статус – это необходимое условие, чтобы ты был авторитетом, чтобы твое слово проходило. Социальный статус достигается многими путями, многими способами. Сказать, что все средства и инструменты хороши, я бы не мог так сказать. Своих студентов учу, да, вам придется иногда расталкивать друг друга локтями для того, чтобы чего-то добиться по жизни. Работать в министерстве, работать в правительстве, быть учеными, быть богатыми, быть продвинутыми. Но остерегайтесь ходить по головам, потому что ходить по головам, добиваться что-то, идя по головам, к сожалению, это придет время, когда самим в этом придется раскаиваться. Не то, что раскаиваться, жалеть. Вообще у меня такое было любимое правило, когда я был руководителем и владельцем банка, каждый раз мы когда гуляли на вечеринках, на наших новогодних, на других проектах, я выработал себе такой тезис, с которым к ним обращался. Ребята, я хочу, чтобы вы обо всем помнили, новогодние вечера всегда же там спиртное, я хочу, чтобы вы обо всем помнили, ни о чем не пожалели, и вам ни за что не было стыдно. Говорил и уходил. И действительно, я давал команду, чтобы этих ребят, даже которые любили и были любители выпить, чтобы их всех обязательно развезли домой, потому что раз мы начали это мероприятие, то мы отвечаем за то, чтобы все благополучно домой добрались и все остались целы. По поводу нашей татарской идентичности. Вы знаете, мне быть татарином и сохранять свою идентичность легко и просто, несложно совсем, потому что я до 17 лет жил в татарском селе, до 17 лет в средней школе учил, правда, только литературный язык, но татарский язык я учил, не так, как вы там, что от бабушки перепадет, не перепадет, а именно учил, получал за это оценки. Я живу в достаточно татарском городе Самара, занимаюсь татарской общественной работой, в семье тоже стараюсь со своим младшим сыном, ему 5,5 лет, тоже говорить по-татарски, стараюсь, хотя до 2,5 лет мы только с ним говорили по-татарски, но когда пришло время идти в садик, мама его, она моложе, она говорит, слушай, он идет на площадку, он очень такой холеричный, очень разговорчивый, очень общительный, со всеми пытается общаться, но его никто не понимает на русской площадке, русском, к сожалению, во многом городе Самара. И мы его быстренько экстерно переучили на русский язык. Сейчас он, когда в садик пошел, и он приходил оттуда, папа, я молчу, папа, молчу. Вот месяца 2 мы с ним боролись, перетягивали канатик. Он папа, я говорю, нет, тут папа нет, тут только ты. Папа, я только ты. Вот меня он выучил, меня папа называть бесполезно, он с этим смирился, но мама называет маму. Интерес какой, вы знаете, когда моя старшая дочь, ей уже 34 года, она училась в начальной школе, с ней училась в классе девочка Алла, фамилия Хабибулина, видите, что татарочка. И папа у нее пришел, понятно, что завтра с Хабибул, сказать, что папа дадай. Я знаю, что смешанный брат. Я подхожу к нему, он так на 1,5 головы выше меня. Я подхожу к нему, говорю, Игнатий Львович, и по-татарски с ним начинаю разговаривать. Он на моих глазах заливается краской стыда и говорит так это, смутившись, старше меня, выше меня. Я, извини, пожалуйста, я татарского языка не знаю. Ему тогда было лет 55. Понимаете, когда у вас по всему вашему фенотипу, фамилии, имени, отчеству, вы должны быть татаркой, к вам подходит и надеется увидеть вас татарину-татарочку, а получается этого не находит, что наступает у человека, у любого нормального человека?
Это закон философии. Несоответствие содержания форме, к чему это приводит? К разочарованию или к удивлению, как минимум, да? Поэтому хотя бы даже для этого есть смысл оставаться, стремиться подтверждать свою форму своим содержанием. Ну а так у нас в 2006 году проходил такой большой теплоходный тур, Волжский караванный путь. Приехали много-много молодежи, мы сидим в нашей исторической мечети, красивая такая после реставрации мечеть. Ну, я тогда, это было лет 20 назад, я был совсем молодой, мне, конечно, первого слова никто не дал. Я сижу, думаю, все выступают, говорят, там многие правильные вещи, а я сижу, что же им такого сказать, что они еще не слышали. И вы знаете, говорю, на земном шаре 7,5 миллиардов жителей. Тогда еще было. 7,400 даже было. И большинство людей, разумных, продвинутых, цельных людей хотят быть какими? Неповторимыми, единственными. Так ведь, да? Поэтому вам стоит быть всего лишь татарином, татарочкой, и вы будете всего лишь 7 миллионами из 7,5 миллиардов жителей на планете Земля. Какой вам еще исключительности нужно? Пожалуйста, старайтесь, вот для вас стимул. Я понимаю, что мой тезис не до многих даже дошел, и немногие ринулись его реализовывать, но мне кажется, вот здесь все-таки молодежь собралась просвещенным, а может, вы меня услышите и согласитесь, что да, быть одним из 7,5 миллионов жителей планеты Земля, это круто, да? Это очень круто. И то, что 2-3 языка развивает наши полушария, развивает наши когнитивные способности, наши риторические способности и все остальное. Об этом мы много раз уже слышали, повторяться даже не хочется. Но, вы знаете, я для себя поймал на мысль, сейчас, если раньше я говорил, просто уставал, почему же я должен проводить какие-то татарские мероприятия, возглавлять уже 12-й год татарское общество. Кстати, создавал его не я, это было в далеком 89 году. Я даже был в числе людей, признаюсь вам, Костыдович, это честно. Я даже был в числе тех людей, которые тогда еще работали в Куйбышевском горкоме комсомола. И когда меня туда пригласили на эту встречу, я туда не пошел. Почему? Потому что я был член Коммунистической партии Советского Союза и предполагал, догадывался, что вряд ли это будет встреча на ура, и, наверное, я пока пережду, я пока туда не пойду. Я туда не пошел. Но в 1989 году это собрание состоялось, общество учредили, и вот через много лет, как он в 2012 году, мне суждено было стать его президентом, хотя я в создании его участвовать практически отказался. Ну, такой выигрыш судьбы. И, конечно, вот эта татарская общественная работа, она требует средств, материальных средств, времени, сил, упертости. Я иногда себя спрашиваю, зачем тебе это надо? Деньги есть, их можно потратить по-другому. Ну, ты издаешь журнал, вы видели журнал, в этом журнале порядка 20 миллионов денег нашей семьи, потому что он издает уже 13-й год, а каждый выпуск журнала обходится почти 500 тысяч рублей. Ну, выходит 13-й год уже, да. Ну, это хорошие же деньги, да? Даже для москвичек, для москвичей, которые здесь живут, привыкли таким высоким цифрам, 15 миллионов, 20 миллионов, это неплохие деньги. Это только журнал, а еще сайт каждый год 500 тысяч рублей, календарь каждый год 300-400 тысяч рублей. Это много денег. Я спрашиваю, зачем тебе это надо? И вы знаете, я нашел себе объяснение. Вообще, главное быть же честным перед самим собой. Потому что, как ни странно, преуспеть на том поле, где пока никто особо ничего сильно добиваться не пытается, где пока... Вот почему в Москве пробиваются провинциалы? Почему в городах поднимаются деревенские? Потому что они идут туда, где пока пусто. Они не ищут конкуренции, они ищут пока свободные места, где они реализуются без приложения особо больших усилий. Вот на татарском общественном поле, я вам скажу, ну, практически моих ровесников, которые также были готовы влаживать, имели возможность и деньгами участвовать, и своей энергией, и своими силами, и при том знали достаточно хорошо и татарский, и русский язык, их не так много, поэтому конкуренции практически не было. Я понимал, что мне как президенту банка, владельцу банка, попытаться преуспеть там еще с точки зрения политики, социологии, социального статуса, это в любом случае какие-то бонусы, очки какие-то, которые позволяют обращаться напрямую к губернатору, председателю губернской думы, лично быть знакомым многими депутатами, в том числе Госдумы. Это определенные возможности. Вообще, Цезарь на деревне, помните, да? Лучше там, я точно сейчас уже не помню, как пословица звучит, лучше быть там Цезарь на деревне, чем кесарем, потому что ты иногда вот в маленьком социуме за счет того, что за счет своих усилий можешь добиться большего.
Но я говорю не к тому, что я только поэтому пошел. Я искал себе объяснение, почему я занимаюсь. Самое глубокое объяснение – это память моих предков, потому что мои бабушки, дедушки, раскулаченные советской властью, в моем генеалогическом древе, который я веду в программе «Древо жизни», больше 1000 человек, я нашел своих родственников в Австрии, в Америке, в Туркмении, в Казахстане, в Азербайджане, где только не нашел. И вот ответственность перед ними, каждый раз, когда я общаюсь с своими, помогаю своей четвероюродной племяннице, я понимаю, что, возможно, мамина душа, которая покоилась уже в 2016 году, наверняка это анарга дгабула бара, наверняка ей от этого легче. И если вы, кто-то из вас помнит хотя бы несколько шлепков или несколько нежных слов от твоих бабушек и дедушек, у вас это тоже должно сильно в вашей душе застрять, и вы должны понимать. Вот моей покойной матушке, когда она умерла, я сказал себе, Ильяс, ей тебе ничего не нужно теперь. Ни машин, ни сладостей, ни украшений, ни злата. Ничего не нужно. Ты можешь за нее только молиться за упокой ее души. Ну вот, и я стал молиться за упокой ее души, потом уже и папой. И вот даже вот эти национальные дела, религиозные дела, не только национальные, но и религиозные вопросы стараюсь принять участие. Я член нашей исторической мечети, вот этой самой, вот такой, на берегу Волги, если когда-то в Самаре будете, одна из красивейших мечетей города Самары, Самарской области. Все мои усилия я посвящаю их памяти своих предков, потому что вашим прабабушкам, дедушкам вот это сявап, вот это вот мольбы будут идти так долго, как вы, ваши дети, ваши внуки будут за них молиться, вспоминать. И даже если вы не будете вспоминать поименно, просто Рабахларе или Карбер Насильмайдаре, в любом случае до них это ваши дога будут доходить, а как говорят имамы, молы, для них это самая лучшая пища для успокоения и удовольствия на том свете ахирате. К сожалению, у татарского народа в целом нет единого штаба. Так же, как и у татар Москвы нет единого штаба. Есть организация под таким названием. Но назвать, что для 250 тысяч или 300 тысяч штаб не является единым штабом, мы не наивные люди, мы понимаем, что это не так. И, конечно, многие активные люди, которые и рядом со мной есть, и не рядом со мной есть. Да. Поэтому, если бы мы были вместе, что значит вместе? Не то, что в одной лодке, или в одном помещении, или на одной площадке собрались, а имели бы мозги и способность выработать те механизмы, которые позволяют нам координировать и объединять свои усилия для достижения общих целей. Как я когда-то сказал, вот Сабантуи проводит, в Самаре проходит шикарный Сабантуи. Уже несколько лет на Сабантуи приходизировал один человек, он говорит, мне никто не нужен, деньги у меня есть, я сам проведу, но зато с губернатором я буду здороваться сам, кормить, наливать я буду сам, ему с мэром буду я сам. Это я считаю, что вред народному единству, народному единению. Если мы вот Сабантуй провести, способны много татар, но вот татарина или татар, которые все сказали, да, Сабантуй мы можем провести, давайте мы сделаем в Самаре татарское телевидение, или татарское радио, или еще те вещи, которые действительно способны были бы людей объединять для достижения целей. Объединяться нужно не только для сохранения языка. Я думаю, наше объединение, допустим, татарское объединение, если бы оно шло успешно, оно принесло бы пользу не только в деле сохранения языка, сохранения культуры, но и сохранения тех целей и достижения тех задач, которые стоят перед нашей страной. Я говорю, ребята, когда выступаем на уровне области, там где-то города, татары, как и все жители города Самары и области, хотят хорошей медицины, хорошего образования, хорошей экологии, хороших дорог, вообще всего хорошего. Мы за все хорошее. Но у нас есть какие-то свои специфические ценности, которые мы хотели, хотели, чтобы нам помогали достигать, или, по крайней мере, не мешали. В целом, все, что у нас в стране происходит, наше участие в этом, татар 3-4%, наше участие всего 3-4%. Поверьте, эти слова на высоком уровне, в окружении высоких дяденек, тетенек, депутатов, губернаторов, тоже неоднократно уже говорил. Наше участие только 3-4%. Нам не нравится то, как мы живем, мы не вполне довольны. Наше участие там тоже есть, но только 3-4%. Мы одной крови, мы друг другу можем помочь. Для того, чтобы мы сохранялись как народ, на свете осталось, по-моему, около 10 тысяч ассирийцев, которые встретившись между собой, еще иногда до сих пор говорят на своем родном ассирийском языке. Примеры, когда евреи восстановили свой язык через 2000 лет, или где-то в Галлии
во Франции, во Фландрии тоже восстанавливают свои языки, они известны. Но я вам честно скажу, я сомневаюсь, что мы, татары, если мы свой язык утратим, тоже сможем его восстановить. Сильно сомневаюсь. Почему? Потому что 500 лет рядом с Большим Братом на нас повлияло во многом, как в хорошую, так и не очень хорошую сторону. Но если мы потеряем свой язык, свою культуру, свою самобытность и осознание своей важности, исключительность нельзя, это экстремистское учение. Я не говорю про исключительность, но особенность, важность, и даже не то, что особенность, важность своего народа, особенность и важность того, чтобы народ оставался народом, у народа были руководители, у народа были свои цели. Я как-то сказал, тоже много лет тому назад, счастье каждого народа жить на земле своих предков. Но цель каждого народа – жить на земле своих предков с достоинством, достойно. И в память о них, и в память своих будущих потомков. Здесь ситуация какая? Вот я уже говорил про это, значит, быть татарином, чтобы добиться больше в бизнесе, вот в своей профессии вы добиться большего. Но у нас ситуация немного другая в Москве. Нам просто очень многие аксакалы вот после военных лет нам передали это вот татарское движение Москвы. Да? Больше его, мы не монополисты, но получается больше по большому счету ни Новый год, ни Аллагы, ни загородные, никто больше татарским языком, кроме нас, в Москве по-серьезному не занимается. Можно тогда похвалю? Давайте. Все знаете про небезызвестного барона Уинстона Черчилля, да? Слышали? И гуманитарий наверняка слышали, что он сказал, что да, демократия не самая лучшая форма правления человечества. Не самый успешный, но ничего лучше человечество не придумало. Слышали это? Ну, я чуть-чуть, может, его сказал, ну, слышали, наверное, да? Вот. Вы знаете, я вот тоже недавно меня осенила такая мысль, что нам, татарам, демократическим путем что-либо преодолеть, путем голосования чего-то добиться, очень сложно. Мы дисперсный народ, но дисперсный народ управляли много лет Сирией, алявиты. Сунниты управляли Ираком. Там, правда, вот теперь получается постфактум не очень удачные примеры, но они по много лет египтянам Египтом управляли мамлюки, тоже известная для вас история интересная, наверное. Поэтому чем больше, но мы возвращаемся опять же, Сюзен Качану Синевуза. Син yüzün küp bayrak buldun, zorrak üstten, küberek bildin, küberek anlata alasın, küberek süzün uza, şunun kadar senin derecen var, авторитетің var, и şu külende sen iline, şekerine, simyana, gailene, yüzünün университетine işlerini uzdura alasın. Чем больше ты добился как индивидуум, тем больше ты можешь попытаться влиять на общий процесс. Похвалить действительно, я просто думал, что это уже как бы истина уже много раз признана. Действительно, такого штаба, как ваш, хотя бы даже, у нас нет. Когда мы бы с молодежью собирались, бы вот так общались. Но самое главное, я не знаю, бьют ли вам по головам, когда вы что-то говорите, а мы не согласны, а мы считаем чуть-чуть по-другому. Думаю, что нет. Я бы тоже хотел общаться именно так с молодежью. Когда-то у нас такие встречи получаются, когда-то не получается. Но нужен важен диалог. Действительно, как бы много мы не хотели сделать вас счастливыми, богатыми, авторитетными, если это будет без учета вашего мнения и без вашего участия, самое главное, вы все равно этого никогда не оцените. Это как отцы и дети. Поэтому давайте работать сообща. Может быть, но и Москва, конечно, чем интересно, почему все-таки мне татар Москва был интересен, я много лет сюда порывался, потом я его пригласил на наше мероприятие, посвященное 35-летию одной из старейших татарских организаций Российской Федерации. Кстати, Всемирный конгресс татар создавался в том числе при участии Самарского областного татарского общества Тугантель. Ну, вот вам история. Потому что в России многие вещи, и революция 17 года, и первая, и вторая, и революция 91 года, многие вопросы решались, где в столице, в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому ваша роль татарчат в столице, у самого подножия власти или у самых вершин власти, она переоценить ее сложно. И карьерные возможности у самарского татарина никогда не сравнятся с карьерными возможностями вашими здесь, в столице Российской Федерации. И жизнь подтверждает, что действительно у татарчат, у многих это получается, что нас радует, но хотелось, чтобы был бы еще механизм, когда вы собираетесь, объединяете, что есть вещи, которые, к сожалению, необратимы. Вот пройдет точка возврата, как у летчиков, пройдет точка возврата, и вот вернуть уже будет невозможно. Будут просто кто? Будут россияне татарского происхождения.
к сожалению, к этому мы на всех парах учимся, а очень не хочется, чтобы остались только россияне татарского происхождения, но уже не татары. Если вы постараетесь, наше поколение, вот мне 60 лет, ровно недавно исполнилось, да, у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, это мой ровесник 65-го года рождения, Владимир Владимирович Путин, старше меня там на полпоколения, но чуть-чуть еще и ваше поколение, не что чуть-чуть, у нас есть очень молодые министры, у нас есть очень молодые депутаты. Я думаю, 10-15 лет, по большому счету, судьба России будет в руках таких молодых, как вы сегодня. Которые сегодня, вот вы сегодня, ваши ровесники, через 10-15 лет будут рулить этой страной. Я очень верю, очень надеюсь, что будет чем еще рулить. Очень надеюсь, но опять же, от нас тоже это зависит. По поводу будущих мероприятий, я, наверное, скажу. У нас приезжает на следующий театр татарский, который приезжает к нам, это Мензелинский театр. Тоже приглашаем всех посетить. Вот как Илья с тобой правильно сказал, то что нам нужно для того, чтобы не забывать татарский язык, нам надо посещать татарские мероприятия. Татарские концерты. 20 апреля приезжает к нам любимый наш певец, я не знаю, насколько вы его любите, Ришат Тухватуллин. Так что приглашаю всех посетить тоже концерт. Очень красивый, интересный, у него очень хороший голос. Мне самой тоже нравится. Потом 25-26 у нас будет Мензелинский театр. Тоже приглашаем всех обязательно. И после этого уже как раз у нас будет встреча с нижегородскими татарами. Если у вас есть какие-то предложения по мероприятиям, я максимально стараюсь, чтобы вы вели тоже активную деятельность в чате, но я не вижу ее вообще. Также просьба, чтобы вы активно отправляли фотографии свои, какие у вас мероприятия проводятся, проходят, приглашали нас также на ваши мероприятия, потому что студенты из других вузов тоже будут рады присутствовать на ваших мероприятиях. Вот. И сегодня у нас очень много новеньких, даже я там вижу то, что сегодня есть новенькие, и у нас есть предложение о том, чтобы познакомиться. Меня зовут Тимур, я родом из города Долгопрудный. Родители у меня из, получается, Белебеевского района. Мама, получается, а папа из Магнитогорска. Учусь я сейчас в Московском городском педагогическом университете. МГПУ. МГПУ. Меня зовут Филипп, я родом из Нижнекамска, это рядом с набережной Челнами, и учусь в Бауманке. Я родился в Москве, мои родители родились в Магнитогорске. История их знакомства очень интересная. Папа встретился с мамой на строительной выставке, так и не познакомились. Как мило. Вот. Я тоже учусь в Бауманке, занимался хоккеем очень много, являюсь призером турнира Москвы по русскому бильярду, а также неоднократный победитель турнира по русскому бильярду в Олимпийском. Всем привет, меня зовут Наиль, я из лучшего города мира, из Казани, шутка, я из Ульяновска, но Казань лучший город мира, после Ульяновска. Я хотел поступать в Бауманку, поступил в МГСУ, сейчас заканчиваю синергию, факультет игровой индустрии и киберспорта. Вау, молодец. Всех рад видеть, и кто из Ульяновска, я вас люблю. Всем привет, меня зовут Ильяс, я заканчиваю Российский университет дружбы народов, также потихоньку работаю. Меня зовут Лилия, я учусь на 4-м курсе в педагогическом университете по направлению дошкольное образование. Какие-то больше подробностей готова рассказать, если придете на репетицию в Ильдан. Ура, молодец. Сәмсіз, менің есімім Артур, мен Бик Матур шәһәрдән Ознакайдан. МГТУ имени Бауманда оқыйм. Менә шулай. Всем добрый вечер, меня зовут Анвар, я из города Набережные Челны. Сейчас учусь в Бауманке на 1-м курсе магистратуры, работаю в биотехе, параллельно и инженер медицинской техники, и ML-инженер. Меня зовут Алина, я учусь в 10 классе и планирую поступать в медицинский, но я пока не определилась, в какой именно. Меня зовут Алиса, я тоже в 10 классе учусь и тоже планирую поступать в мед. Меня зовут Адель, я окончила вышку по программе социологии, сейчас работаю продуктовым аналитиком. Откуда вы, интересно, а? Я из Нижнекамска. Меня зовут Ислам, я из Казани, учусь в ВШ. Молодец. Всем добрый день, меня зовут Диана.
Я учусь в Государственном университете управления на 4-м курсе по специальности прикладная информатика. Я сама из Москвы, но родители у меня родом из Казани и из Мордовии. Мордовские казанские татары. Вот. Работаю аналитиком данных в крупной российской компании. Спасибо. Меня зовут Юля. Я учусь в богом забытом университете МГППУ на 3-м курсе на клинического психолога. Меня зовут Зульфия, я из Башкирии, из города Агидель, учусь в первом медиа-месячном на 4-м курсе. Меня зовут Камиль, я из города Казани, учусь в НИЯУ-МИФИ на 3-м курсе. Хәерле кич барыгызга, мин Ульян өлкәсеннән булам, Самаралар минем күршеләр. Бетердем мин НИЯУ-МИФИ тоже күршемче. Факультет кибернетики, работаю Java программистом. Барыгызга сәлам, исемем Рафил, тудым Мәскәүдә. Тамырларым Нижний Новгородтан һәм Казаннан. Укыйм ординатурада 2-й медтар, не имени Пирогова. Всех приглашаю, зову прекрасный вуз, замечательный. Меня зовут Алсу, я из Татарстана. Я учусь на специальности Пирогова, ординатор эндокринолог. Меня зовут Эльнара, я учусь на фельдшера скорой помощи, корни пензенские. Минем исемем Илгиз, мин Алабгадан, Мәскәү дәүләт университетында укыйм, 1-нче курста. Өтіңізге сәлем, менің исемем Ильяс, мен шулай Алабуга шәһәреннән, хәзерге вакытта мен 3-нче курста Бауманкада укыйм. Я Салим, учусь на 3-м курсе в Московском государственном юридическом университете. Всех рад видеть. Всем привет, меня зовут Камила, я родом из Москвы, учусь в Плеханово. Всем привет, меня зовут Лилия, я тоже родом из Москвы, но корни у меня нижегородские, пензенские и немножко из Бугульмы. Учусь в РГГУ на журналиста, а еще училась в МПГУ на преподавателя русского языка и литературы, поэтому у меня 2 высших. Меня зовут Ралина, я из города Менделеевск, учусь в МГУ на юридическом факультете, 1-й курс. Всем привет, меня зовут Людмила, я с севера, город Салихард, учусь в Казани, в КФУ на режиссера. Здесь я живу, но там на заочку езжу. Хайдагиш Дуслар, меня зовут Эмилия, я тоже учусь на режиссера в Казанском федеральном университете, а развиваюсь в Москве. Учусь на 4-м курсе. Всем добрый вечер, меня зовут Тимур, мне 21 год, я из города Альметьевск, учусь в РУМе, 3-й мед, работаю тренером по шахматам. Всем салам алейкум, меня зовут Фанис, я учусь в высшей школе экономики на факультете менеджмента. Все. Всем привет, меня зовут Булат, я учусь в финансовом университете. Откуда, Булат? А? Откуда ты? С Кукмара. Ну отлично. Всем салям, меня зовут Амир, я учусь на 1-м курсе в ВУЗе МГУ. Как зовут? Амир, я из Казани. Всем привет, меня зовут Ильнур, корни у меня ульяновские, учусь я в МГТУ на 4-м курсе. Баргазгада хайрлы киш, минем исемем Олине. Я из Набережных Челнов, 2 года уже не студентка, окончила строительный. Всем привет, меня зовут Камила, я из Нижнекамска, закончила строительный МГСУ. Всем привет, меня зовут Тимирлан, учусь на 1-м курсе аспирантуры МГУА, родом из Чебоксар. Всем спасибо. Всем привет, меня зовут Азалия, учусь на 5-м курсе в МГСУ, параллельно работаю, сейчас прохожу стажировку в Level. Я с Лениногорска. Всем привет, меня зовут Гузель, я из города Арск, Республики Татарстан, не учусь, работаю финансовым аналитиком в Сколково. Меня зовут Алина, я родом из Саратова, я казашка. Учусь в МГУ на 1-м курсе на лингвистике. Меня зовут Гюнеш, я по национальности азербайджанка, учусь в Российском университете дружбы народов, направление журналистика.